Вот женщина ко мне приехала на жалобы, вздутие живота у нее, оказывается, есть. Вздутие живота обычно из-за опущения органов внутренних, получается опущение, это вздутие живота. Вот я пальпацией могу определить, сказать ей, вот она дергается, у нее левая почка опущена сильно, что-то она тяжело поднимала или как-то падала. При этом только у нее не только почка опускается, у нее одновременно идет желудок тоже, опущение желудка. И также этот желудок и почки, и это живот тянет за собой сердце, орган дыхания, легкие. Вот она, у нее жалоба еще на сердцебиение. Это старинным методом можно поднимать. Общий массаж надо сделать с ног. Начнем по кровообращению. Начинаем с правой ноги, потому что я показываю, только как-то неудобно. Я раздеваю женщин, так и поднимаю. Надо начинать с ног. Надо поднимаем ногу, начинаем с ног, с пальцев. Потому что надо в пятках у нас все возбудительные точки. Вот возбуждаем точки и начинаем 3 раза. Читаем молитву по-своему. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Ар-рахман рахим. Малика яумиддин. Минин кулым тугал гайша фатима кулдара болхум. Так говорим и 3 раза проходим. Нажимать сильно тоже нельзя, потому что кровь нельзя нарушать. Потом начинаем левую ногу. Также начинаем левую ногу. Начинаем опять со всех с ног, с пальцев. Возбуждаем органы, все болевые точки. Идем вниз. Бисмиллахи рахмани рахим. Опять также 3 раза. Опускаем ногу. И как будто собираем весь кровь на сердце. И начинаем по часовой стрелке. Начинаем поднимать живот. Сильно давить на живот только снизу. Чем выше живот, чем выше эта печень, трогать нельзя. Хатигашка трогать нельзя. Так, тоже опять 3 раза. Бисмиллахи рахмани рахим. Начинаем с правой руки. Также. Собираем кровь по часовой стрелке. Ложим на голову сюда. Левую руку давай сюда. Левую руку. Таким образом собираем на грудь. И начинаем с живота уже. Я сильно сегодня ей массаж не буду делать, потому что летом почки нельзя поднимать. Почки это у деревьев почки, у людей почки, это не зря. Осенью почки, листья опадают, и почки маленькие остаются, и они в это время надо лечить людей. С ноября, например, с ноября, декабрь, январь, февраль, до равноденствия, до марта. Потом начинается почка набухать и распускаются листья. У людей также, как эти почки у людей на какой-то миллиметр, они тоже увеличиваются весной. Летом трогать почки, лечить ни в коем случае нельзя. Вот сейчас начинаем. Я сегодня буду чуть-чуть ей сделать поднятие сердца только. Почка, вот узнали, что у нее почка опущения есть, почки не будем трогать. Из-за опущения живота у женщин иногда образуется загиб матки. И это приводит к бесплодию. Таким образом я поднимаю живот, поправляю матки. У меня массаж всего 3 раза я делаю массаж. Больше 3 уже нельзя трогать тоже. И не каждый день. Через недельку или через 3 дня.
Вот у нее уже сердце колотится, бьется так. И также почки. Это жизненно важный орган для мужчин. Если у мужчин опускаются почки, сильнейшее опущение почки приводит к бесплодию тоже так же, потому что почка отвечает на спермограмму, на подвижность спермограммы мужчин. Вот где-то 30 лет я женщин лечу от загиба матки, а где-то 20 лет уже мужчин тоже. Как поднимаешь почки, массаж сделаешь мужчинам, и у них начинается спермограмма нормально двигаться. Давить сильно нельзя на органы. Ну как, ощущаете сердцебиение? Вот. Они очень тонкие. Вот листья опадут осенью, наверха, поднимем на почки. Опущение почки у женщин приводит в основном к циститу, всяких проблем потом появляется. Это метод давнишний, старинный метод, когда даже у меня бабушка так лечила людей. Но я ни бабушка не видела, я не, как она не показывала мне одна магнитогорская русская бабушка мне показала методы просто приема. Это было лет 30 лет тому назад. Таким образом вот мы делаем массаж. Потом обязательно надо перебинтовать таким марлевым. Бинт делаем из марля. Перебинтуем живот людей. Чтоб, это фиксирование называется. Не обратно, сразу, не, чтобы опять вниз не спускалось. Здесь органы. Но из все методы, как показать вам еще? Еще другой метод. Если сильнейший загиб матки, не только спереди, по-другому еще. Людей ставим на четвереньки и начинаем потихонечку снизу потрясти органы. Снизу потрясти органы. И таким образом потихонечку, чтобы не было, чтобы не путать там кишки, и также поднимаем. Этот спереди только это тяжеловато, а снизу сделать, если на четвереньках человек стоит, снизу как-то органы опускаются и хорошо поддаются на лечение, на поднятие. Таким образом поднимаем органы, внутреннее опущение органов, опущенные органы.